такое нам позычать, как трапиться межи и помирать? Я маю на увазе тыя долги, что за інтэрнацыя наладалі. Калі ганарыцца ўжо чым няма, у прапаганды есть толькі вайна. Купіце дзіцю лепший сабет, чым бластер, кинжал, альбо пісталет. Якая наша броя, хіба святая зброя, хіба у нас тощах, танцы на костях. Якая наша броя, хіба уся та зброя, хіба у нас тощах, танцы на костях. Якая наша броя, хіба вся та зброя, хіба у нас тощах, танці на костях. Якая наша броя, хіба вся та зброя, хіба у нас тощах, танці на костях. 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 Танцы на костях! 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 Рудобельская показуха. Так, здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Сразу приступим к делу, что статья нужно говорить честно и объективно, говорить с людьми на понятном языке, и это как раз таки про нас. Но нас сюда не пригласили. Что тут был за сабантуй? Ну вот Александр Лукашенко провел совещание с руководителями ведущих государственных средств массовой информации. Да, ну то есть они говорят, что нужно вот честно и объективно говорить с людьми на понятном языке. Спрашивается, а что они делали все 25 лет до этого, до совещания, что делали? А получается, вот эти все БТ, СТВ, они говорили нечестно, не объективно, да еще и на непонятном языке. Правильно, конечно, почему они в Беларуси на непонятном русском каком-то говорят? А с чем связано, кто конкурентом стал, кто да. кому противовес надо говорить честно? Наверное, мне кажется, что наступающий им на хвост вот эти вот ютубовцы, знаете, есть такие... Блогеры всякие. Блогеры. С нами трудно бороться, потому что блогеры как раз-таки говорят честно и объективно. Да еще и на понятном языке. И на понятном языке. На зразумелой мове. Вообще в статье говорится, что это совещание – это первый серьезный шаг к выработке стратегии нашей информационной безопасности. Я помню, что в конце прошлого года, когда начались разговоры про интеграцию, по радио передавали вот такую новость, что, оказывается, наши СМИ обеспокоены тем, что из России лезут всякие там утки про степень нашей интеграции. Негодуют они. Да, и что, оказывается, наша белорусская СМИ не может противостоять вот этому российскому медиа, да, чистку и вот этому. Да, все верят почему-то России. Ну так а почему тогда оставьте ОНТ, БТ, Рудобельская показуха, СТВ и отключите нахрен ты НТВ, Россия, где вот там на НТВ, кстати, про Рыгорыча говорят плохо. Всякие показывали Красный Бачка 1, Красный Бачка 2, и он им разрешает. Ага. А то, что мы иногда палочку в эту системную
в коло это системное вставим, так нас уже трындец, мы плохие. Ну вот. А его там поливают грязью, и на самом высшем уровне он разрешает эти каналы запретить все эти интеграционные каналы. Да. А то вон гроши бюджетные укидывают, а все равно все Соловьева смотрят. Кстати, высказывайтесь в своих, высказывайтесь в комментариях о том, хотите ли вы, чтобы отключили российские каналы. Кстати, хорошая новость. Мама наша теща, моя теща и ее мама, перекинулась на «Страну для жизни». Да, как да. не приедешь, так постоянно смотрит. А раньше был Киселев, Соловьев, а сейчас молодец. Да. Так что блогеры это в самом деле И сила. прочая Скобеевщина. Да, поэтому... А мама была очень сильным соловьевцем. Рудовецкая показуха. А я не знаю, где такая деревня у нас. Светлогорский район здесь написано. Хотелось бы, чтобы фонд мира, который, наверное, принимает в этом активное участие, вспомнил не только фашистскую агрессию, фашистский И режим, жертв фашизма. а Ну и вспомнил жертв сталинизма. Да, жертв другого фашизма, сталинского. Почему фонд мира не занимается памятью этих Репрессированных, расстрелянных. невинно убиенных, как Бобруйский памятник необоснованно репрессированных? Да, Вот. в 1939 году. Вспомните 39. А почему фонд мира, кстати, не Или вспоминает какой-то. жертв и Первой мировой войны? И наша идеология, не только... Да, и битва и под Оршей. Ну так вот тема советских репрессий, не советских репрессий, но фонда мира можно Опять же, продолжить да. 5-й страницей День памяти воинов-интернационалистов. Так вот, урок мужества «Они прошли путями афганской войны» состоялся в четверг в Центре истории и культуры, и на мероприятие было организовано для учащихся старших классов средней школы номер 1, и оно было посвящено памятной дате выводу советских войск из Афганистана. Как сказала в вступительном слове научный сотрудник Центра Любовь Шейко, современному молодому поколению важно знать о войне. И в первую очередь для того, чтобы в будущем такие страшные события не повторялись. Вот не знаю даже. Я еще хотел спросить, почему не празднуют ввод советских войск в Афганистан, Да, кстати, а почему празднуют нет? вывод? А что было радостней? Почему, почему они вообще эти туда мужественные люди с радостью, ну не знаю, с какими чувствами, наверное, с чувством интернационального долга туда входили, убивали местных жителей, которые защищали свою И землю? тем больше, там же по высновам эту же войну проиграли. Я не понимаю вообще на самом деле, за что они там воевали? За что? Они воевали за политические цели коммунистической партии, за политические какие-то амбиции, А что за хотела политические коммунистическая дивиденды, партия от Афганистана? вероятно, за какое-то геополитическое влияние. Ну да. Расплачивались этим вот мужеством наших патриотически воспитанных, октябрячан и других людей. В принципе, частично я с Шейко Ольга, Любовь Сергеевна. Твоя учительница, Сергеевна, ты не помнишь. уже забываю. В принципе, Ты никогда ее не помнишь. с одного боку я согласен, что да, молодежь должна знать, что вот не лезьте в другую страну, получите трынды, гору цинковых гробов, поэтому нет. Не надо никуда лезть со своим интернациональным долгом. Тем больше никто же его не позычал. То есть придумали интернациональный долг. Это если вдуматься, это вообще про что? Я вообще не понимаю. И, кстати, если бы они так говорили, вот как ты говоришь, да, про цинковые гробы, про то, что без ноги вернетесь, то, что там будут у вас такие все ужасы на всю жизнь, но и так же не говорят. Я же уверена, что это же, наверное, как-то преподносили как что-то духовное, что-то Так такое и здесь прямо... так преподносят. Так я про то и говорю, то, что нашим детям в первой школе, то есть им, скорее всего, впаривали о том, что да, было такое время, нужно было рисковать собой, но вот, и вот, например, подтверждение слова Кристины Коваленко, да, вот она говорит, что вот необычный... Ученица 9 класса. Да, необычный урок организовали для нас работники Центра искусств, время пролетело незаметно, окей, особенно впечатлила беседа с Александром Владимировичем Левшовым. На первый взгляд не скажешь, что этот человек прошел через войну, но в разговоре понимаешь, сколько всего ему пришлось пережить. Удивительно, что он не жалеет о тех тяжелых месяцах, проведенных в Афганистане. А хотел бы еще повторить. То есть,
есть, нет, ну, даже не про повторить, ну, то есть, как можно не жалеть об этом? Это выкинутая жизнь, просто Если кусок честно, какой-то. я афганцев, дядек знаю, и они никогда не хотят говорить Да. на эту тему. Правда. Вот мы тоже в Опытанке однажды встретили на рынке человека, который... Они не хотят про это даже который про упоминать. Афганистан услышал, и сразу он опустил голову и говорит, не буду я про это говорить, и все. А вот, У Роговской папа афганец, и она никогда не слышала ни одной истории от него про а это. вот человек Потому что о гордится, чем что об получается. ужасе рассказывать. Рудобельская показуха. А прикиньте, если бы не знали дети, что такое война. Они в будущем и не воевали. Дети узнают о войне через мобильный телефон. Да. Да, И вот через цацки. постоянно должны знать, что война это долг какой-то священный. Да. Вот как кто-то на этом то есть, делает А когда- какой-то если деньги. б с детства учили, что вы, хлопцы, никому ничего не должны. А фонд мира Вы должны любить друг друга. Ваш интернациональный долг дружить со всеми. И да. если там кто-то захотел сохранить сферу своих интересов в соседней стране, так он пусть, блядь, выходит со своего лимузина, берет автомат и не отправляет ваших детей, Свои дети пускай идут. а сам идет. И вот этому должен фонд мира, черт побери, учить. Да. А не оправдывать Афган, оправдывать Вов. И- Вов, ну как Вов, там да, там тоже своя комитет. Ну, смотрите, просто я понимаю, да, действительно рассказывали бы детям о ужасах войны, как действительных ужасах, да, то, что Реальных. повторять не хочется. А да. не одобрящий. Так вот, причинах. что говорит Александр Левшов, да? Помню, когда нам сообщили, что служить мы будем в Афганистане, страха не было, и многим было предложено написать рапорт об отказе, но никто из моего окружения не стал этого делать. Чушь. То есть вам уже внушают о том, что если будет, если Подобная кто-то ситуация. поссорится из президентов, да, то, ну, как бы стыдно отказаться, иди и ложись там во славу интернационального долга, так? И, наверное, никто из белорусов не отказался выполнять свой интернациональный долг. Я, кстати, Где они позычали? Кстати, может быть и были случаи, но про них же Да, с такое же нельзя идеологической точки рассказывать. зрения не расскажут. Многие заболели тифом, дизентерией, в Афганистане пробыл 25 месяцев. И знаю, что родителям сразу не сообщили, где я. Ну, то есть вранье – это, да, основа всей советской идеологии, так сказать, врать всем и все. Ну, а потом, конечно, Умалчивать. мама море слез пролила. То есть, Ну, вот и вот страдания Александр, мамы. Да, Александр не жалеет. Ну, не жалеет. То, о том, что мать страдала. То есть и я на будущее, можете меня называть как хотите, это очень идет вразрез, наверное, с нашими устоями, вбитыми в голову, но я своим детям порекомендую написать этот рапорт об отказе. Во-первых, ты не участвуешь в тирании, ты не участвуешь в насилии, ты никого не убиваешь, и таким образом, чем меньше, если мы все бы отказались воевать, то, ну, войны бы не было. Не было бы трагедии, не было бы Не про было что бы. Александру рассказывать детям. Так что учите детей, что автомат это плохо. Да, и вот еще, а вот Лилия Лаврущик еще рассказывает, что когда я училась в школе, то о войне в Афганистане как-то не принято было говорить. Конечно. Почему это? А чего А это чего как-то не это, так? принято? А сегодня принято. А вот почему сегодня потом, принято? потом уже стали популярными афганские песни, эта тема обсуждалась все чаще. Вот, кстати, я тоже помню, у меня есть книга дома «О чем болит Афганистан». Я это листала, вот, кстати, интересно, о чем они там пишут, надо посмотреть. И то есть превратили это тоже в такую романтику, то есть кишки, намотанные где-то на голубые ветке, да, береты. голубые береты, то есть это все превратили потом в песни, в размышления и в героизм. О чем это? Хотя вообще эта война не имеет к нам никакого отношения, как к Беларуси, и вообще непонятно, за что она была. Мы предупреждаем, что мы не издеемся над этими людьми, которые там участвовали, не издеемся. Мы издеваемся над Мы издеваемся идеологией, над которая подачей, пляшет на костях постоянно, да, на всех. как они это подают. То есть они оправдывают В это все итоге постоянно. используют в угоду своей наших идеологии. детей, вас используют в том, чтобы достичь каких-то политических своих дивидендов. Да, и причем облачить это все в такую духовную форму. Забудьте о деньгах, забудьте о бюджетах. Вот, любите свою страну за поле и Умирайте лес. за неё. Умирайте за нее. Фонд мира вам поможет Ходите на определиться. субботники за нее. А есть вот эта прослойка абсолютно другой Беларуси, которой нету вообще этих проблем. И вот за их хорошую жизнь, собственно, мы с вами здесь получаем штрафы, терпим то, что приходится, и мы еще не Отдаем имеем интернациональный долг. интернациональный долг. Рудобельская показуха.
Что популяризируют в войне? Что? Просто мы открыли следующую страницу, там была 5-я, это 7-я, и тут у нас уже другая война, 75 славной даты, шли мы на Берлин, то есть все идут и идут на Берлин. И, кстати, мне интересно, вот шведы, которые не воюют, да, вот интересно, что они там своим детям рассказывают, как они вообще... Я объясню. Как они без темы войны выживают вообще? У них есть достижения. То есть у их есть гэтыя предметы гордости, помимо какой-то победы 70 лет им назад. есть чем занять умы своих людей. Например, Нобелевская премия, да, это же шведская, да? Например, там наука, например, социальные гарантии. Машина населению. Шкода какая замечательная. Вот, им есть чем занять людей. Вольво. Они готовы, самая безопасная в они мире готовы машина. дать людям образование, они готовы реализовать мечты, да, цели, которые ставят перед собой молодые люди. Они готовы на это тратить деньги. Наши не готовы на это тратить, они себе все заберут. Они готовы И тратить будут- на идеологов, которые нам будут рассказывать я думаю, войну, чтобы мы не забывали и радовались куску хлеба на столе. я в думаю 21 по-другому. веке. Я думаю просто на самой справе нема вакол чаго об'яднаць нацию. Ну так вот пробуют на костях. Стараются объединовывать нацию вокруг победы, потому Трагедии, что и гонориться больше нема чим. Якія досягненні Только трагедии. за гэтые 75 годов, вот за это 75 годов, якія досягненні, Да. чим гонориться? А скажи этим хлопцам, які воевали за победу, ті воевали за такую будущую, якою у нас настала. Ті хотели б яны воевать, ті были б яны рады за то, что Чтоб штрафы давали за то, что ты выпал. Чтоб ты ветераны, які зараз живуть, поглядите, в яких іних умовах живуть. Да, бані нема, їм помыться нема, де їх згадують один раз у год. Ну, хорош тот ветеран, который не жив. Который, вот про него можно и кстати, памятник им поставить, этим жертвам. До сих пор все вот эти смеются местами о том, что ветеранам то и бесплатно, то сё и бесплатно. Так говорят, скоро можно и бесплатно квартиры давать, а то ж их все равно не осталось. А колькі правда? шуткаў я чуў про гэтых у Москве прораженных. Рудовецкая показуха. И значит, вот и еще в тему статья, как выплатить взносы ФСЗН и подтвердить период осуществления деятельности. Что такое ФСЗН? ФСЗН это скрытое налогообложение. Ты платишь как бы фонд, пенсионный фонд, который потом никакой нет гарантии, что тебе будут даны эти выплаты. А если и будут даны, то они будут мизерные какие-нибудь. То есть ФСЗН это для дураков. Я, например, не рассчитываю на то, что я буду получать пенсию. Я вообще не работаю нигде, по сути, да. Вообще я не могу в этом социально ориентированном государстве устроиться со своими талантами, со своими способностями. Вот я на самом деле насчет бы пенсии, я бы сделал так. Человек всю жизнь платит эти пенсионные взносы. И вот как у меня, в частности, в семье было. Дядька вышел на пенсию 60 годов, 3 года прожил, помер. Компенсируйте. Куда уходят эти деньги, что должны были бы ему платить? Да, или человек не дожил, у 55 помер, что у нас скрочь это. Отдайте семье грош. Да, называется «Дожил до 63, помирай». Что ты сделал для Беларуси, называется. И вот, кстати, это вопрос к нашему парламенту, вот к нашему интересно. Адаменке. Что он сделал? Кстати, вопрос пенсионной реформы, он очень важный и максимально замалчивается официальными СМИ, которые говорят непонятно и необъективно, потому что это удар большой по бюджету. Но это мы с вами, это люди. И я помню, когда начали поднимать этот возраст, то я помню возмущение женщин в деревне моей, да, о том, что разница, ну, пускай, может быть, сейчас там уровень жизни где-то вырос, и вот может женщина пойти на пенсию в 58, но им было жутко обидно за то, что в деревне, работая, не имея вообще возможности во многих деревнях иметь работу, кроме как на ферме. 4 утра вставать. Да, труд, это нам тут вот в каждой газете пишут про то, что выходных у них нету, они там, як на той войне, геройство показывают, что они у 4 утра на дойку. И у 10 только до дома приходят. День, ну, в общем, все мы уже много раз читали об этом. Так вот, женщины эти тоже плакали и расстраивались от того, что они говорят, ну так давайте сделаем разный выход на пенсию для деревни или для города, потому что женщина в 58, помните эту,
из идеологии, которая приехала. Я да? бы в городе вообще пенсию не убил Когда вообще. в Некрашинском у нас было повстание, ну, да, идеология, приехала она- дама такая, да, С Гомеля это по трудовой шел. да, и кричала: ой, не снимайте меня, я ж пенсионер. Ну, так женщины ей сказали: так ты на себя погляди, на нас погляди, нам еще до пенсии 20 лет. Так они ж выглядят ее старше в 2 раза. И вот, такое вот у нас в государстве творится. А что нам Адаменко отчитывается? Про то, что он костюмы купил у Октябрьский район. Ну так давайте займемся пенсионной реформой, потому что я понимаю, что вам выгодно, когда стариков нету, но они будут. ну я хотела бы, чтобы они были, да. Эти ж... Я не понимаю. хочешь, Но я не доживу, я думаю, что тоже Ты не доживешь доживу, до да. старости. Ты не доживешь до пенсии. старости здесь. Да, здесь. Там, куда мы поедем знаю. потом, ты Не должна знаю, дожить. Не знаю, это не точно. Ну, Это, просто. а я б зробив би по-другому. Все, кто при жизни там до 60 лет физическим трудом занимался, на пенсию. Все, кто умственно, ну пусть и дальше занимается. У нас Ну, это, может, у нас и так. президент пенсионер, и то не хочет уходить. В кресле ж, какая разница, Сгорит на в работе. 35 сидеть, в 45 в кресле сидеть, 65, также можно сидеть в кресле. Он как в фондах мира сидят эти. Ну, Кстати, меня очень удивило из ролика то, что один из управляющих отдела Фонда мира в Гомельской области еще сам участник войны. Вот это, думаю, Вот это да. работоспособность. И говорит, да. пули свистели, я знаю, что такое война. А про нее вот объективно не рассказывают. Вот, знаете, да, непонятным наверное, языком. может быть, это даже наша проблема, то, что мы каждый день знаем, что такое война. У нас тут война, ну, каждый день, бытовая, но война, да. Мы все выживаем тут постоянно. То есть, блин, проблема в том, что белорусы за так, существование за все война- существование война. так и не знают, что такое мир. Научите мирное нас небо. миру. Достаток и Покажите благополучие. нас, как жить хорошо, как растить детей в обстановке спокойной, не думая, чем завтра их кормить. Что такое хорошее образование, что такое хорошая медицина в мирной стране. Покажите нам, пожалуйста. Отдых хороший. А что то такое. этого коммуниста нашего главаря встречаю, говорю, в Гате вода плохая, у войну не такая Ну была. вот, хорошо, что тая была война, все можно на ЕС Да пихнуть. хрен с И ним, даже хотя бы через покажите, 75 что лет. такое многое другое. Да. Рудобельская показуха. Для кого они все эти вакансии пишут с такими зарплатами? Ну и, кстати, вообще у нас тут в больнице до сих пор не хватает ни хирурга, ни гинеколога, А ни вот психолога. хотелось- Кстати, хотелось- психолог уже делся. Помните ту девку, что писала некие странные На статьи? Уже дурдом не- попал. Ну вот молодой Уже- специалист. уже А как опять то- у нас а, вакансия. её было- Попович. Вот. Юлия какая-то. Вот поэтому хотелось бы, чтобы... Она писала, что да, как если... Про развод там Да, что-то? про развод. Это, ничего, это как-то... Ой, там смешная такая статья, помнишь, мы с тобой ржали. Кусочек сейчас вам включим, напомню. Как объяснить ребенку, не навредив, что вы развелись с его отцом? Конечно же, тема развода является достаточно многогранной. И здесь мы затронем лишь некоторые нюансы. Но хочу, чтобы вы запомнили одну важную идею. Развод для ребенка всегда травматичен. То есть это не ты, и она не утверждает это, а это просто идея. Если так случилось, что отец ребенка агрессивный алкоголик, Ось, тут одразу питання. а чему не мать агрессивная алкашка? Вот как ты считаешь, я агрессивный алкоголик, чи Нет, спокойный? нет, ты такой кроткий, Я кроткий. выпью еще и спать. Чему это мы все, да? Не воюючи. Любічи друг друга. Выбирайте Александра Григорьевича в президент. Не ховайтесь с бюджетом, потому что это общий бюджет. Опять же, к войне. Чтобы не было войны, я упразднил бы все секреты. Отменил вот это бы. как вариант. Все секретные службы. Да, это как вариант, да. Все вот эти спецслужбы. Чтобы все было открыто и А, честно. и всех- И тогда, мне кажется, не будет Опубличил никаких всех войн. доносчиков и шестерок. Вот. Нет, Да. тогда бы точно была война. И в онлайн... Это было бы собрали все хорошие люди, убили И всех в плохих. онлайн-режиме в каждый кабинет чиновника камеру и в его автомобиль. Ну, кстати, Не личный, конечно, Вот а мы так и этим займемся, когда придем к власти здесь. когда. Когда? Ну вот мы же все делаем для того, чтобы это пришло. Мы пока- А рудобельцы вот что-то они ждут
не помогают нам. А мы пока только сидим на диване, как власть. А Сидим, уже поговорить, власть. знаешь, большое дело в Беларуси. Ну да. Поговорить и покритиковать. Барановский глядит, Шлопакова глядит, Так Елисеев и люди глядит. ж тогда тянутся. Вы говорите с И людьми, люди как мы. тянутся медленно, но как бы... Тянутся. Да, тянутся. Ну Хотелось бы тянуть руки побыстрее. до Я вас. боюсь, что нашей жизни с вами все-таки не хватит Не для того, чтобы они бойся, не дотянулись. бойся, жизнь надо положить за свободу нашей Родины. Да. За долг какой-то. За долг. За не интер, а за национальный долг. Так что ложитесь костями за национальный долг. Да. Только напишите в комментариях, какой он. Ну, то есть, какая идея у нас национальная. Не воюйте, не покупайте дичу. Идея наша национальная выжить Автомат. в провинции. Без провинции Беларусь развалится. А мне кажется, что на провинцию Отойдет. уже просто смотрят и ждут, когда она додохнет, наконец-то один Минск останется. Вот и все. Да. И До свидания. Хай Доярки выходит, До свидания. Хай Доярки выходит на пенсию в 45. Поддерживаем.